В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия с представителями комплексного центра социальной защиты населения города Инты. О том, какие социально-реабилитационные услуги и виды помощи могут получать семьи с детьми, имеющими ограничения по здоровью, рассказали специалисты социально-реабилитационного отделения. Сегодня комплексный центр социальной защиты населения оказывает семьям с детьми более 10 видов разного рода услуг. Социально-реабилитационные услуги в ГБУ КЦСЗМ города Инты проходят в нескольких направлениях. Это и пункт проката не только технических средств реабилитации, но и игр и игрушек, которые пришли нам буквально вот недавно, месяца два назад, и семьи пользуются данными видами услуг. Далее, следующее направление по реабилитации – это у нас школа по уходу для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Да, мы собираем родителей, проводим различные консультации, проводим индивидуальные консультации, как для бабушек, дедушек, так и для мам и пап. Следующее направление – это у нас кабинет по социально-бытовой адаптации. Это такое же направление, как и для взрослых инвалидов, это как сопровождаемое проживание. В этом направлении мы научаем детей, как правильно в быту обходиться, да, как правильно посуду помыть, хлеб нарезать, самые элементарные вещи. Также мы учим финансовой грамотности, правовым каким-то азам, учим, как правильно ходить в магазин, как посещать учреждения различные, потому что не всегда родителям это сподручно и возможно, да, потому что многие родители работают. Несколько лет назад начал функционировать кабинет по адаптивной физической культуре для детей, имеющих инвалидность. На грантовые деньги были закуплены шведские стенки, балансиры, фитболы, маты, степ-доски, батуты, ботинки-джамперы, балансировочный комплекс Бильгоу и многое другое, что позволяет проводить уроки физкультуры для особенных деток. Занятия по адаптивной физкультуре имеют индивидуальный характер и проводятся 2 раза в неделю малыми группами. Специалист по АФК в своей работе применяет индивидуальный подход к каждому ребенку, подбирая для него занятия и упражнения, учитывая имеющийся диагноз. Нагрузка лимитируется моторной мобильностью, двигательным опытом, физической подготовленностью и возрастом. Помимо этого, для детей с ограниченными возможностями здоровья работает логопедический кабинет, школа по уходу, пункт проката средств реабилитации и игрушек, открыты группы кратковременного пребывания детей. Группы кратковременного пребывания для детей в возрасте от 3 до 18 лет. Эти группы у нас функционируют 2 раза в неделю. Это по вторникам и четвергам с часу до 5 вечера. В это время детки занимаются с квалифицированными специалистами. Да, у нас пришло новое оборудование логопедическое, где дети могут интерактивно заниматься по логопедии, и отдельно проходят консультации именно с логопедом. Также у нас пришло оборудование по психологическому направлению. Да, в этой группе кратковременного пребывания детки проходят и психологическую реабилитацию. Далее у нас проходят встречи для детей и родителей вместе. Но не всегда это получается, к сожалению, потому что многие родители работают, а детки где-то кто-то обучается, где-то родители не в выходные, так будем говорить, не могут выйти из дома. Таких родителей с такими детками мы посещаем на дому. Оказываем им различную консультативную и психологическую помощь. Также мы проводим такой вид реабилитации, как правовой, социально-правовой. Да, мы можем оказать помощь по оформлению льгот, субсидий на деток. Да? Когда родителям, если это невозможно, мы помогаем. На сегодня на учете Центра социальной защиты населения состоят 124 семьи, в которых имеются дети с ограничениями по здоровью. Специалисты учреждения находятся в постоянном контакте с родителями и своевременно информируют их обо всех новостях или каких-либо изменениях в законодательстве. У нас создан специальный чат, куда входят родители наших деток, имеющих инвалидность. И в этот чат мы сбрасываем всю информацию, которая относится к
к этому направлению деятельности. То есть это любые выплаты, изменения законодательства, это новые направления работы, это проведение каких-то новых занятий, каких-то новых вообще лекций. То есть всю информацию мы сбрасываем туда в чат, имеем возможность общаться напрямую с родителями, да, это не нужно всех обзванивать, это сразу идет прямой диалог. Я считаю, что это очень удобно и очень важно. С удовольствием родители в этом чате состоят и задают вопросы, и делятся какой-то информацией с другими родителями, поэтому это очень, конечно, удобно. Ежемесячно по квоте Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми выделяются 2 путевки в санаторий «Максаковка». Мы отправляем граждан с инвалидностью в возрасте от 18 лет на курс реабилитации в Республиканский реабилитационный центр «Максаковка». Туда могут поехать граждане, имеющие инвалидность или участники СВО или члены их семей. Вот. Оплата путевки зависит от возраста. Граждане, имеющие инвалидность от 18 до 35 лет, едут бесплатно. А граждане в возрасте от 36 лет и старше, все зависит от дохода, от пенсии, от выплат, которые гражданин получает, да, и, соответственно, и от льготных категорий. Если это, допустим, несовершеннолетний узник концлагеря, участник Великой Отечественной войны, да, или это участники СВО, или это дети войны, они едут, соответственно, бесплатно. Вот. Курс 18 дней, там пятиразовое питание, проходят полную реабилитацию, душ шаркой, и разные социальные значимые мероприятия проводятся, и ароматерапия, там, и недавно у них открылся бассейн, они гидромассажи всякие там им делают, да. Полностью они там проходят курс реабилитации. По любым имеющимся вопросам, касающимся предоставления социального обслуживания, можно обращаться в территориальный центр города Инты по адресу Куратова, 66, либо по телефонам 3 19 25 и 3 14 69.